Событиям в Чечне. Новая акция устрашения боевиков в Грозном. Сегодня в середине дня неизвестные открыли беспорядочную стрельбу по жилым домам на Первомайской улице города. 2 человека погибли. Стрельба прекратилась лишь после того, как на место событий прибыл отряд ОМОНа. И военные говорят, что бандиты пытаются спровоцировать панику среди жителей города. А глава чеченской администрации Ахмад Кадыров заявил сегодня, что правительство республики переедет в Грозный, несмотря на развязанную бандитами кампанию террора. Он приехал в город вместе с главой правительства Чечни Станиславом Ильясовым. И подробнее об этом в репортаже Александра Анучкина. Окончательный переезд чеченского правительства из Гудермеса в Грозный завершится уже в этом месяце. И хотя обстановка в столице республики по-прежнему очень сложная, другого пути у кабинета просто нет. Основной объем работ сейчас именно здесь. Город лежит в руинах, не работают предприятия, а между тем беженцы уже начинают возвращаться в свои дома. Для этого мы пришли, чтобы наводить порядок здесь. А где-то сидя командовать не получится. Ну правильно, надо реально понимать ситуацию. Сидя в Гудермесе, руководить Грозным не получится. Здесь основной объем работы. Грозный пока еще не удалось очистить от боевиков. Ежедневно здесь происходят подрывы и убийства, а саперы по утрам снимают фугасы и растяжки. Но руководителей кабинета министров это не пугает. Тем более, что соглашаясь занять свои посты, они прекрасно понимали, на что идут. На территории Чеченской республики сегодня нельзя говорить о полной безопасности, где бы мы ни находились. В любом, даже на Телечном районе, Шелковском или Наурском, и там хлопнут. Вы сами понимаете. Поэтому безопасность сегодня на территории Чеченской республики практически 100% никому не обеспечена. Возвращение правительства в Грозный – это не только практическое, но и политическое решение. По словам Ахмада Кадырова, первые беженцы вернулись домой лишь после того, как увидели, что там работает правительство. А раз не боятся министры, значит действительно можно ждать улучшения ситуации. Александр Анучкин, Андрей Компанец, Борис Чемерис и Сергей Боровиков. ПРТ, Чечня, Грозный.